Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і сёння мы будзем абмяркоўваць актуальныя пытанні бяспекі і не толькі яе з маімі гасцямі. З намі на сувязі па зуме старшыня часовай вайсковай камісіі беларускай вызвольнай арміі, першы нумар спіса «Воля» на выбарах у координацыйную раду 4-го склікання Мікіта Забуга. Прывітанне, Мікіта. Вітаю, шановні глядачі, шановні беларусы, вітаю. І кіраўнік камісіі па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы координацыйнай рады дзеючай яшчэ 3-го склікання і 6-й, калі не памыляюся, нумар таксама спіса «Воля» на выбарах у координацыйную раду 4-го склікання Геннадзь Манько. Прывітанне, спадары Геннадзь. Вітаю всіх. Ну што ж, першапачаткова тэма нашай размовы гэта была намі акрэслена напярэдадні сённяшняй сустрэчы некалькі. Ну, па-першае, з Мікітай мы даўно казалі пра тое, што трэба яшчэ раз узняць тэму сфармавання беларускай вызвольнай арміі, і мы гэтую тэму закранем. А са спадаром Геннадзем мы не адзін раз абмяркоўвалі тэму бяспекі, тэму агентуры, выяўлення гэтай агентуры і неабходнасці ўсё ж такі можа быць паліграфа, праходжанне паліграфа і гэтак далей. Ну таму давайте, можа быць, пачнем з гэтай тэмы паліграфа. І я пакуль звярнуся, можа быць, Геннадзь, я ведаю, што вы тут у нас галоўны, так мовіць, па гэтай тэме, але я хацеў бы спачатку пачаць з Мікіты яго меркавання. Паліграф гэта панацэя ў нашай сённяшняй сітуацыі, калі агентура і маргінез, як любіць казаць Зянон Станіславович, паўсюль. Глядзіце, панацэя няма ні ў чым, але у нас, напрыклад, у БВА ўжо 3 паліграфолага афіцыйныя, якія прайшлі, маюць дыпломы асацыяцыі паліграфолагаў, найлепшай асацыяцыі ва ўкраіне, якія працуюць. Гэта асацыяцыя гатовіць паліграфолагаў менавіта для спецслужбаў, для выяўлення агентаў. Паліграф абмануць немагчыма. Спадар Геннадзь, думаю, таксама гэта пацвердзіць. Магчыма абмануць паліграфолага. Таму ці з'яўляецца гэта панацэя? Не, але гэта вельмі спрашчае жыццё для той же координацыйнай рады, каб выявіць таких людзей, якія, скажем так, працуюць на ФСБ і на КГБ. Добра, давайте да спадара Геннадзя, як да чальца, тым больш і координацыйнай рады дзеючага склікання, ну і як да прадстаўніка камісіі, кіраўніка камісіі па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы. У мяне было такое ўражанне, што тэма паліграфа, праходжання паліграфа, яна уздымалася не адзін раз, была яна агучана раней. І у мяне было такое ўражанне, што гэтую тэму, ідэю зарубілі, і ўсё. Прынамсі, пры гэтай координацыйнай радзе гэтае пытанне узнімацца не будзе, бо відавочна, што пераважная большасць дзеючага склада выступае супраць, альбо сумнеецца ў дзейснасці і таму галасуе супраць, і гэтак далей. Але вы ізноўку выйшлі з гэтай тэмай і склалі адпаведны зварот, адпаведную прапанову і вынеслі яе на галасаванне. Чаму? Што вас падштурхнула да гэтага? Самое главное то, что сама обстановка, которая сложилась на сегодняшний день в День силах Беларуси, обстановка вообще мировая, которая здесь, мир пришел в движение, эти зигзаги политики, меняющая информация в течение дня по несколько раз, плюс агрессивное поведение репрессивных режимов, таких как режимы Лукашенко и Путина, они обязывают заниматься вопросами безопасности, потому что вот эти кейсы, такое слово я не очень люблю, кейс,
Все эти дела, которые произошли сейчас и с Координационной Радой, с ее спикером Анжеликой Мельниковой, с ее пропажей и пропажей денег, которые были выделены для работы Координационного совета, пропажа Котова, тоже известно, и еще ряда вопросов, там, и касающихся и гибели бывших воеров, нескольких человек там подряд, такие замысловатые были смерти. То есть мы на сегодняшний день находимся в активной зоне противодействия. И наша задача для того, чтобы наш организм этот не был простой такой улиткой без панциря, таким каким-то слимаком, она должна иметь какую-то защиту. Мы предложили, сделали пропанову. Во-первых, как бы я представитель Воли и Руха Воля, который сейчас баллотируется четвертую Раду, мы обсуждали эти вопросы. У нас большое количество представителей, которые прошли через войну, воевали, воюют, волонтерили, продолжают волонтерить. Те, которые касались вопросов безопасности, и кто для себя очень глубоко понимает, что такое война и что такое противодействие спецслужб. Поэтому для того, чтобы мы не были такими, слизняками, такими мягенькими какими-то с открытым животиком, мы предложили, у нас прошла своя нарада комиссии по национальной и региональной безопасности, которая есть сформирована с самого начала в Координационном совете. Мы прошли между собой обсуждения, проговорили и выдвинули такую пропанову на огульное голосование, в котором прописали четко ситуацию с учетом всех историй, что нам надо принять протоколы безопасности, которые пропишут четкие алгоритмы противодействия наших противников, это спецслужбы режимов Беларуси и России, которые активно работают. Для этого мы прописали несколько направлений. Что первое, мы должны были решить вопрос с кибербезопасностью, с тем, что у нас сейчас, Координационный совет наконец-то подал документы на регистрацию, это будет юрлицо. Мы выступили о том, что юрлицо должно иметь все эти сети, мережи, для того, чтобы оно не принадлежало какому-то частному лицу. На сегодняшний день это у нас как раз со стороны управления идет, и мы прописали, что мы предоставим своих кибербезопасников, будет управлять этим секретариат, но по протоколам безопасности, которые будет контролировать наша структура. Мы предложили создать структуру, которая четко будет заниматься анализом и систематизацией этой информации. Почему? Потому что идет активная работа по членам Координационного совета действующим и по новым, которые сейчас заявились у нас уже на четвертую. Уже объявлено на сегодня, что все экстремисты опять. Для того, чтобы этого не случилось, мы понимаем, что есть у большинства наших людей, есть на территории Беларуси проживают родственники, есть имущество, и это такая зона уязвимости, через которую можно влиять. Поэтому мы предложили, прописали, не буду отвлекать сейчас много времени, прописали протоколы, где эту уязвимость мы с анкетированием должны провести, плюс полиграф. Полиграф, причем проводится добровольно. Но мы прописали такой момент, что мы имеем право, мы подаем результаты на руководство Координационного совета и имеем право, мы заложили это, что если человек отказывается от прохождения полиграфа, это не проблема, он имеет право отказаться. Но это такой red flag, который мы опубличиваем, чтобы наши избиратели знали, кто хочет проходить, кто не хочет. В чем проблема, если ты ничего такого не сделал, что ты боишься пройти полиграф? Что там такое будет? Поэтому мы вышли с такой большой пропановой, и это голосование проходило вчера. И очень интересную вам скажу историю, которая прошла. Сейчас не знаем результата на этот момент, я не знаю, как зафиксирует это секретариат прохождения голосования. Значит, вчера на 19 часов 15 минут был набран кворум по голосованию за эту пропанову. Было 30, и потом добавился еще 31 человек. Сейчас 59 человек действующих чельцов Координационного совета. У нас был кворум, это позволяло принять этот документ. В 21 час 18 минут прямо на моих глазах я отправил, у нас в Рух Воля, сделал скрин и отправил, у меня есть эти все подтверждения документов, где эти люди все пофамильно, по времени, есть кто когда голосовал, что у нас есть кворум. Я отправил в Рух Воля и написал, что вышли на плато, кворум есть, но надо еще людей, чтобы закрепиться.
В 21:18 прямо на моих глазах я посмотрел очередной раз, кто еще проголосовал, не проголосовал. Прямо у меня на глазах исчезло из списка 7 человек. Значит, проголосовало 7 человек против. Это весь практически наступ. Они, единственное у них Гебремириам, она устремалась, их челец. То есть пропали ровно они. То есть это Бак же не выбирает политические структуры, правда? Он бы мог там хаос навести, но не выбрал, что всех. А ситуация прошла какая? Кравцов это, такой куратор молодого наступа этого, и сейчас идет вместе с ними. Он в секретариате, и все сети находятся под его управлением. Я вот сейчас публично заявляю, что если вы не предъявите нам файл, или окажется так, что файл с голосованием, который был с таблицей, вдруг исчез, это будет прямая явка с повинной. На сегодняшний день скрыть это невозможно, ни на какие баги сослаться невозможно. Есть бэкапы, есть структура, у нас есть специалисты, мы все проверим и просто будем видеть, кто с какого ника, с какого e-mail зашел и удалил, дал команду удалить это. Для чего это было произведено? Так как был полностью кворум, они убрали, чтобы не могли уже изменить, 21 проголосовало за, 7 против, и там 3 устрематься было. То есть они убрали, чтобы не состоялось это голосование, чтобы не принять, а мы заложили, что это структура, которая будет создана, занимающаяся безопасностью в Координационном совете, она войдет и в 4-ю Раду, и мы подготовим еще документы, протоколы, чтобы она была постоянной, на постоянной основе, но меняющийся состав в связи с выборами, КР-5, КР-6, если будет. Вот. Поэтому это жесточайшее противостояние, причем я считаю, это настолько запредельное, там люди грамотные в этом, я не считаю Ивана Кравцова сумасшедшим, но это что надо было сделать, насколько пойти, чтобы, понимая, что это может быть зафиксировано, рисковать тем, что это вот сейчас репутационные для них риски. Для всех избирателей просто говорю, а вы обратите внимание, кто за нас тут будет голосовать. Мы выступаем для того, чтобы противостоять спецслужбам, прописываем протоколы, как это пройти, как взять под защиту наших представителей в КР, чтобы на них не могли действовать, чтобы мы систематизировали. Мы прописали работу со спецслужбами местными в странах пребывания для белорусов, чтобы именно противостоять спецслужбам России и Беларуси. Здесь выступает человек, для меня, который ломает это все. Для меня это просто что посадить этот самолет, который Ryanair посадили, вот это одна и та же ситуация. Вроде бы посадили самолет, но в результате вызвали такую проблему, которая потянет за собой гораздо больше. Я извиняюсь, что затянул столько времени много, но это очень еще требует оценки. Я прошу, сейчас прямо пишите, кто может, прямо нам пишите в чате здесь, как вы думаете, что это значит и почему вдруг удалили, когда есть. Тем более есть все скрины, все подтверждения есть. И добавлю еще, что это нарушение статьи Республики Польша, 268, что это уголовная ответственность за это идет. Раз. Во-вторых, мы привлечем именно спецслужбы, заострить внимание, взять под контроль работу этих людей, которые напрямую занимаются саботажем и работают, льют воду на мельницу режима Лукашенко и ФСБ России. Спасибо, пока закончил. Вось, дарэчы, паколькі галасавання, разглядалі гэтае пытанне учора вечарам, напярэдадні гэтага галасавання о 17 гадзіне у дыскусійным чаце Координацыйнай рады з'явіўся допіс прадстаўніка наступа Евгена Караулова, дзе ён заклікае дэлегатаў Координацыйнай рады галасаваць супраць вось вашай прапановы, што ў прынцыпе нармальна. Вы агітуеце галасаваць за, яны там хто не згодны галасуе. Это палітычны працэс. Да, галасаваць супраць і тлумачыць нармальна, так тлумачыць па пунктах, чаму ён лічыць, што трэба галасаваць супраць. Это нармальны палітычны працэс. Так. І то бок людзі прыйшлі, зарэгістраваліся, прагаласавалі супраць, і гэта таксама нармальны працэс. Так. А калі прыйшлі, зарэгістраваліся, прагаласавалі супраць, а потым гэта ўсё прыбралі, анулявалі, ці як это назваць, это ўжо як называецца, Аксон? Гэта я вам скажу як выпускнік Акадэміі МУЗ з чырвоным дыпломам. На гэта ёсць артыкул. То бок уявіце сабе арганізацыя, якая прызнае 7 Польшы, ПАРЭ, іншыя арганізацыі, да, уявіце тэхнічна, давайте так просто, ідзе в парламенце галасавання, так?
Усе нажимаюць кнопкі, хто супраць, хто за, хто стрымаўся, каб зразумелі, ёсць іма кворума, да? І тут нехта, умоўны нехта, выключае рубільнік, каб на табло пропало галасаванне. Но той же самый Зенон Станиславович, умоўны Зенон Станиславович со своей зеркалкой фоткае гэта, разумееце? І ну, гэта вялікая праблема. То бок мы разумеем, што ідзе вайна, што вось гэтыя пытанні бяспекі ўнутры, вось гэтыя пытанні завода агентуры УКР, вось это ўсё это баламута, вот гэта доўгая там лабірынты слоў, невырашэнне вайсковых пытанняў, парамілітарных, гэтым вельмі зацікаўленыя людзі, якіх заводзяць. Но гэта рэальны крымінал, вот просто крымінал. І калі гэта пацвердзіцца, гэта, ну, як сказаў мой калега по волі, ну это ж як бы у бэкэндзе все захавалася, ну гэта ўжо павінна разглядаць спецслужбы. Геннадзь, я ў працяг гэтай тэмы, вось, дарэчы, слушныя пэўныя заўвагі Евген Караулаў даваў у гэтым узгаданым мной допісе. І сапраўды, вот як вы лічыце, і тут как бы не прэтэнзія там ці там не заўвагі Евгена, а сапраўды сітуацыя. Я ўжо на пачатку узгадаў пра тое, што вось з гэтай ініцыятывай пра паліграф, увогуле пра меры бяспекі ўнутры каардынацыйнай рады вы выходзіце не першы раз. І прыгадаем, тут прыгадваецца, я працытую: у мінулы раз, калі камісія нацыянальнай рэгіянальнай бяспекі распрацавала пратакол бяспекі, дарэчы, карысны, то Васіль Верамейчык, сябра камісіі, усё адно паехаў ва В'етнам. Незразумела, як камісія забяспечыць бяспеку каардынацыйнай рады, калі сябры іх жа камісіі не выконваюць уласныя рэкамендацыі. І тут как бы вот ввогуле как бы мы гаворым пра тэму бяспекі, і як можна, вот, ну, прынялі пратаколы бяспекі, там паліграфы, там яшчэ што-небудзь, а сябры каардынацыйнай рады: а я хочу, а я не хочу праходзіць, а я вот падпісаў, што буду выконваць, а сам завярнуўся, паехаў там куды-нибудь на Кубу, там ці яшчэ куды-нибудь. Як, што зрабіць вот з гэтым? Ёсць пытанне, магчымасць вырашыць гэтае пытанне, прытрымлівацца падпісаным там нормам, рашэнням прынятым і гэтак далей? Мы предлагаем, мы же не ставим обязательным прохождением полиграфа. Мы ставим полиграф, он будет только там, где будут какие-то моменты вызывать нюансы, где надо будет уточнить. Поэтому обязательного нет прохождения, раз. Во-вторых, опять же повторюсь, мы даем заключение свое, и мы прописали, чтобы не было этих сопротивлений, вот этих забалтываний. Мы же были у вас здесь в студии, я как раз у вас говорил про полиграф, что они как демоны, как вот экзорцист пришел, что из них эти черти вылазят. Они, слово полиграф пугает так, что они ищут любые способы. А где, кто, как будет платить, мы прямо прописали, что не надо, мы найдем сами бюджет, вы не волнуйтесь, мы найдем, мы привлечем. Это будут или какие-то международные структуры, или это будет бюджет, который будет выделен на координационный совет, либо это будут пожертвования граждан наших или бизнеса белорусского. Это не ваше дело. Мы организуем, для вас ничего стоить не будет. Это раз. Во-вторых, для Караулова Евгения я хочу сказать, что кто-то исполняет, кто не исполняет. Все здесь находятся совершеннолетние люди и несут ответственность согласно законодательству. Я скажу больше, что есть не только простые граждане нарушают и потом несут ответственность, вот такие, допустим, как Веремейчик принял для себя решение по какой-то причине поехать во Вьетнам, в небеспечную страну, да. Есть президенты, есть депутаты, которые садятся, которые нарушают законы. В каждой стране есть кодексы, и в каждой стране есть куча заключенных, которые их нарушили. Как мы можем сейчас это вынести именно на комиссию по национальной безопасности? Ты прочитал, у тебя мозги есть, пользуйся ими, делай, как тебе рекомендуют. Потому что это уже выверенное. Как говорится в армии, устав написан кровью. Поэтому надо понимать, что вы делаете. А искать там какие-то слова и закружить нас здесь в этом лабиринте, ну, это слабая позиция. Причем Караулов всегда выступал активно против. Извиняюсь, вот коллеге дам
Что-то хотел сказать. Я просто добавить хотел, особисто я проходил 4 разы полиграф. То бок і ва Україні, і у Польщі. Нічого больного в этом нема, нічого болючого в этом нема. І у кожному поліграфі ти можеш требувати, каб не було інтерпретації. Ось, я думаю, господар Геннадій тут підтвердить. Є певна діаграма, і він більш глибоко у цій темі. Ти можеш гэта належить табе. У гэтай дыаграмы ты можаш узяць файл, і калі ты, напрыклад, не згоден з заключеннем поліграфолага, хотя я упевнены, што поліграфолагі, яны, як бы, адказныя людзі, ты можаш звярнуцца да іншага поліграфолага, які гэтыя дыаграмы... Экспертное можно собрать сообщество, так, оспорить в суде. 100%. То бок гэта належыць, гэта інфармацыя належыць менавіта табе. Таму яшчэ раз падкрэсліваю, тут нічого нема дрэннага, или у кожнай спецслужбе ва Ўкраіне ўвогуле это норма. То бок калі ты займаеш пасаду, калі ты ідзеш, маеш доступ да пэўнай інфармацыі, гэта натуральна. Ты без поліграфа не застанешся на сваёй пасадзе. Разумееце, напрыклад, чтобы я, напэўна, не адкрыў тут некае секрета, што усе каліноўцы перыядычна праходзяць поліграф. И ничего, как бы, все это норма. Дякую. Я еще маленький момент добавлю, именно просто в тему коротко. Дело в том, что когда мы проходили и были эти слушания, я рассказывал про полиграф, я прямо рекомендовал, если вы хотите, боитесь, но у вас есть обязательство пройти полиграф, то есть вы взяли это обязательство на себя пройти полиграф, я вам рекомендую, требуйте от полиграфолога, чтобы у него присутствовала камера и присутствовала звукозапись всего разговора. Там будет тайминг, в полиграфе программа записывает все по секундам. Поэтому потом изменить, подкорректировать невозможно. Будет то, что показал твой организм на твои вопросы. И все. Поэтому бояться не надо. Тым не менш, калі пра страх, калі пачынаюцца развагі таго, што прайсці поліграф, узнікаюць пытанні: а хто будзе праводзіць гэты поліграф? Хто будзе апрацоўваць мае дадзеныя? Наколькі забяспечана бяспека, выбачайце за тавталогію, што гэтыя дадзеныя потым не патрапяць туды, куды я не хачу, каб яны патрапілі. Ну і безумоўна, тут яшчэ я не буду цытаваць, я думаю, вы таксама чытаеце чат дыскусійны Коордынацыйнай рады, бачылі тыя пытанні там, якія задаваліся наконт таго, наколькі ўсё ж такі гэта законна ці незаконна, калі вось, скажем, поліграфолог, там, я не ведаю, вось за Буга прывязе поліграфолага спецыяліста, ніхто не сумняецца, з Украіны, а ён сядзе і задасць пытанне тут, седзячы у Варшаве, чальцу Коордынацыйнай рады: ты агент КДБ ці не? Ну і тут пішуць, што, маўляў, нават такім пытаннем ён ужо парушыць заканадаўства Польшчы, бо такія пытанні могуць задаваць толькі спецслужбы, АБВ тое ж самае і гэтак далей. Что вы скажете на это? Это неправда полная, хлусня чистейшая, это все неправда. Законодательство Польши позволяет производить бадания, исследования полиграфологические. Это в Польше разрешено. Должен проводить специалист. Есть условия определенные для того, чтобы ты был зарегистрирован, получить. Понятно, что мы прописали даже в своем своей пропанове, мы написали: на основании законодательства стран пребывания. Раз. Во-вторых, с сохранением GDPR и РОДА. Это законов о информации личной. Подписание NDA, кто у тебя принимает, кому вы раздаете. То есть мы закрыли со всех сторон. С точки зрения законодательства, я вас уверяю, что мы сделаем именно так, как позволяет законодательство. Делает доследование, будет сертифицированный человек, получивший диплом, который обязан иметь как минимум высшее образование и желательно психологическое. У большинства или медицинское там тоже может быть. То есть в этом не надо тут забалтывать. Мы можем просто расписать четко и все. Это попытка затянуть в лабиринт слов. Есть закон, позволяет в Польше, есть фирмы, позволяют, работают. Не обязательно. Это может делать гражданские лица.
таблица, это все есть. Посмотрите, у вас сейчас этот искусственный интеллект есть, задайте вопрос искусственному интеллекту, он вам напишет. Вопросы КГБ или не КГБ, там очень правильно, это тоже не ограничено, кто имеет право задавать. Если ты пришел, ты идешь добровольно. Если ты пришел, и ты ничего не боишься, не являешься агентом КГБ, то что ты боишься этого слова, КГБ или не КГБ? Ты дал согласие, да, я готов отвечать на вопросы. Там вам построят правильно вопросы. Они не будут такими резкими, они очень мягкие, плавные будут. И разбиты будут на весь тест, там, несколько часов. С вами будут работать, с вашим организмом, с его реакцией. Поэтому не надо придумывать ничего. Здесь никаких проблем нет. Опять же говорю, мы прописали все для того, чтобы это было безопасно. Читайте документ просто. Вам прислали, прикрепили документ. У вас было время ознакомиться. Тим не менш, ви... Просто со своего власного досвіду, вибачаюся, буквально 30 секунд. Я хочу сказати, що ніяких персональних питань не задаю. Тобто, це питання конкретно мають характер на сувязь з КГБ і ФСБ. Все. Некие интимные питания, там, кшталту, там, это абсолютно не цікаво. Да, личные никакие вопросы не задаются. И я еще извиняюсь, один момент, что вопросы эти, ну, опять же, это вы хотите отвечаете, хотите не отвечаете. Если вы задаете вопрос, а какие гарантии, где хранится эта информация? А какая информация? Информация – это диаграмма, реакция вашего организма на заданный вопрос. Это вот как кардиограмма сердца, будут вот такие таблицы, состоящие там из целого ряда, ну, в зависимости от программ, там примерно 7-8 разных. Ой, ну, Геннадий, кажуть, что нормальные спецслужбы на вот з гэтага могуць психалагічны профиль там человека скласти, да, знайсці падыходы, адкуль зайсці, все. Цыганка приходит, говорит, покажи руку, и рассказываю вам чуть-чуть пример. Пришла ко мне цыганка в Минске, я сижу, она говорит, давай погадаю, тебе сейчас все расскажу. Я говорю, так что ты все знаешь, можешь все рассказать? Она говорит, да, я все расскажу. Две стоят такие, чумазенькие. Я говорю, хорошо, давай просто с тобой. Сколько денег надо? А сколько положишь, положи сюда, сверни, там, я руку посмотрю тут себя. Я говорю, ты все увидел уже? Да. Простой тебе вопрос. Имя моего отца скажи. Все, они просто развернулись и пошли. Вот и вся работа. Цыганки тоже кого-то прибалтывают. Мошенники, вон сейчас проблема. Звонят по телефону, говорят, мама, я в аварии. Дай этому дяде приедет $30 000. Это повсеместное. Так, Геннадий, я не зрозумел. Вы зараз полиграфологов с цыганками, с гадалками поравнали, эти спецслужбы. Не, я просто говорю, что если ну, тут рассчитывать на что-то, что кто-то этим воспользоваться может любой в окружении. Любой мошенник. У вас для этого мозг есть, еще раз повторяю, пользуйтесь им, есть опыт жизненный. Поэтому мы вам, кто не понимает, пришел и там в 19 году хотел быть депутатом, но не построил там ничего, ни дома, не работал нигде в фирме, как Караулов, так мы ему написали, почитай просто, Евгений, хороший ты парень, молодец, у тебя большое будущее, ты большой политик будешь. Так почитай документы. Ну. Але вы, калі кажаце пра вось неабходнасць сістэмы праходжання поліграфа, увядзення гэтай сістэмы, вы кажаце, вот спасылаючыся на кейс Мельніковай. Я, правда, там уже заблытаўся. Адныя кажуць, што яна не праходзіла поліграф, другія не прайшла, трэцяя прайшла, хай не з першага разу. Але вось, Мікіта, як чалавек, які праходзіў некалькі разоў, я думаю, што разумееш, што вось сёння прайшоў поліграф, а завербаваць могуць заўтра. Вот ці все ж таки вот как бы можно спасылацца на кейс Мельніковай там ці на любы іншы кейс у дадзенай сітуацыі. Тому поліграф звичайно проходить кожні полгода. Наприклад, наколькі, ну, ясно, що там умовного стрільця кожних полгода там не будуть проводити, але ті люди, які мають посади певні, вони проходять полгода. Ну, так в Україні. Тому, як казав Геннадій, є практика, якби, це працює, на ось ровер. Я хочу подкорректировать. Суть, мы уперлись, что в полиграф, что якобы это только один полиграф, и мы поэтому... Полиграф вот в нашем документе в этом, он там 7-й стоит, и вообще незаметный, потому что мы сказали, не обязательно, но добровольно, ну, будем предлагать. Кто будет отказываться, будем опубличивать. Здесь не в этом история. Добра, калі полиграф на 7-м, на 1-м, что в системе бяспеки?
На первом наша задача, чтобы мы, во-первых, систематизировали проблемы, которые есть, уязвимости. Мы первое – это анкетирование. Нам заходят сейчас новые члены, мы не знаем, кто они, что. Давайте создадим анкету. Вы в анкете, мы вам пропишем тесты, ну не тесты, а вопросы. Вы на них ответите, кто вы, что вы, где вы, когда были, какие у вас есть уязвимости, есть ли у вас там мама, папа, приходили ли к вам, присылали ли вам спецслужбы какие-то документы, выходили ли на вас, была ли у вас встреча, подвергались ли вы вербовке или попытке вербовки, есть ли у вас имущество или какие-то элементы, за которые в силу которых могут на вас влиять, то есть что-то может быть там на той территории. Вот. Ну, это такая первое анкетирование. Второе, мы говорим, что если у нас Координационный совет это юридическое лицо, это независимый орган должен быть, в котором будут меняться члены, приходить, избираться, уходить. Но он должен держать, он должен быть собственником наших сетей. Вот так вот, как у нас вчера прошло голосование, мы выступаем, чтобы не было таких случаев. Написали, давайте, под нашим контролем наша организация пропишет протоколы, отдадим секретариату, но управление ключи будет у руководства, а не у человека со стороны. Потому что на сегодняшний день мы видим просто использование в корыстных целях для себя. Я считаю, вот кому надо, еще раз возвращаюсь, вот для чего надо было сейчас убрать, чтобы не состоялась эта история? Что вам так мешает? Что мешает? Какая вам безопасность мешает? Спадар Геннадий, і от Мікіта таксама можа быць. Вот мы зараз на выбарчая кампанія ў разгары. Ужо можна у прынцыпе тым ці іншым чынам правяраць тых людзей, якія выявілі жаданне балатавацца, якія ёсць у спісах. Мы маем прыклад папярэдніх выбараў, калі на этапе выбарчай кампаніі усплылі факты пра тых ці іншых людзей, пра тое, што яны там ці супрацоўнічалі, там ці яшчэ што-небудзь. І гэтае пытанне вырашылася, не вырашыла, пры нашай пра тых, пра каго стала вядома, яны адцеліся. Вось зараз таксама запусціў такую кампанію у сацыяльных сетках стары Маісеевіч Габрэй, под таким нікам супраць адной чалініі з аднаго са спісаў. Вот ёсць інфармацыя, і што? Что можно зрабіць в этой ситуации? Есть информация у кого? У Габрэя этого? Ён сторонний назиральник, які выкидывае эту информацию, звяртаецца да ўсіх, кого только магчыма, что вось такая информация. Хорошо, так мы предлагаем, что у нас есть структура, мы создаем, она внутри находится, она внутри системы вот этой комиссии находится группа людей, которые занимаются систематизацией. Мы собираем информацию, проверяем ее и дальше выдаем какое-то заключение. Наша задача работать именно на предупреждение, а не работать по факту. Поэтому мы и заводим этот механизм. Сейчас это все поговорили и разошлись. А у нас будет систематизировано, будут документы, будет определенный собран пласт информации какой-то. Да, будем работать, у нас есть возможность. Мы написали, что мы имеем право привлекать на платной основе, либо на волонтерской. Все наши структуры, которые занимаются, расследовательские центры, Белпол, кто там, киберпартизаны, кто готов нам помочь, оказать содействие. Давайте мы будем систематизировать. Это не значит, что мы будем гоняться за ведьмами. Давайте просто соберем. Если мы будем видеть, что идет активная атака, как была, рассылали, там кому-то присылали эти страшные картинки с проломанными черепами, там кому-то что-то писали, кому-то с кем-то торговали. Со мной тоже у меня есть. Я скрины сделал, принес людям, показал безопасникам. Мне предложили, у меня большое имущество, которое арестовано. Мне сказали, у тебя же большое имущество, написали. Так ты подумай, твоего сына здание 1000 метров. Все, его уже продали. Нету, потому что я не пошел на этот контакт. Продали с аукциона, в 20-30 раз дешевле, чем оно стоит. Так и я говорю, так давайте мы будем собирать и будем видеть, кто откуда приходит, будем систематизировать и будем давать какие-то контрмеры, какие-то будем принимать. Сейчас мы не знаем, у нас все разрознено, никто ничего не знает. И я не знаю, кто это там Габрэй, я знаю, что активный он там, и видел неоднократно его в разных чатах, он выступает. Давайте систематизируем это и будем совместно бороться против внедрения и проникновения спецслужб. Им же важно дефрагментировать нас, чтобы мы все были вот
такие рассеянные, чтобы никого не было. Одного дернул, второго дернул. Когда мы вместе, тебя дернули, ты позвонил, знаешь, что здесь люди занимаются, переслал нам документы, мы собрали. У нас есть кибербезопасники тоже, которые могут работать. Раз. Во-вторых, мы предлагаем, чтобы эта группа была переговорная именно со спецслужбами по странах пребывания, чтобы мы могли взаимодействовать с местными контрразведками, которые занимаются агентурой, и мы будем их уведомлять, что идет активность по этому направлению. У этого человека есть уязвимость, у него там вот такая недвижимость могут влиять, вот там мама, или закрыли там кого-то, кто-то находится, брат, сестра, жена, мать. Ну, в общем, это все надо брать в учет и серьезно к этому относиться. Ось, до речі, на завершэнне гэтай тэмы, ну, прынамсі, на гэтым этапе, Мікіта, пытанне да выпускніка Акадэміі МУЗ з чырвоным дыпломам. Добра, ёсць праверка, пытаецца Вожык Патрыёт. Хто будзе выконваць рашэнні ў выпадку выяўлення небяспекі? Доброе пытанне. Глядзіце, наша задача выявіць гэта. Все, яшчэ раз, трэба з самого пачатку, гэта не супраць дэлегатаў КР, разумееце, гэта для дапамоги. Да, для помощи, для, наоборот, закрытия. Любая уважающая себе корпорация, будь она там приватной або державной, яна мае службы бяспеки. Еще раз правильно сказал коллега, ну, коли хочете быть ахвярами, ну, будьте ими. Ну, тады не заходите в КР, не саботуйте, принимайте решения. За вас проголосовали, за ваш спис проголосовали наши громадяне, а вы саботуете, принесете решение. Так, ну, тады питання... Не просто саботаж, диверсии уже убирают, ну, прямо так, удаляют. Тады питання, навошта такая организация? Ось, тому гэта натуральныя працэсы, якія павінны нарэшце быць выкананы. Яны не былі выкананы ў КР-1, КР-2, КР-3, ну колькі ўжо можна наступаць на тыя ж самыя граблі. Ці будзем чакаць знікнення яшчэ спікераў, там прапажы грошай і так далее. Ну хопіць уже, ну як казалі, ну один раз тебе мяне обманул, мне сором, но коли сором табе, но коли ты уже два раза, то уже сором мне. Тому давайте гэта рабіць. Тому выкананне гэта уже будзе, я так лічу, я не ведаю, что прописано зараз. Спадар Геннадзь, можа, ён лепей адкажа на гэта пытанне, потому что быстро, буквально. Да, калі ласка. Буквально. Наша задача, это, именно правильно сказал Микита, это защита наших людей, создать условия. Когда мы систематизируем, видим, если мы видим нарушения и выявляем их в дальнейшем, предлагаем пройти полиграф. Если у нас есть подозрение, возможно, какая-то активность, поведение человека. Может быть, мы работаем в странах проживания. Наша задача работать со спецслужбами. Мы говорим, что есть угроза, и у нас есть подозрение. Пожалуйста, у нас нет полномочий. То, что Павел Павлович сказал, что мы не можем контрразведку, мы не создаем контрразведку, мы назвали ее аудитом. Правильно Микита говорит, что любая корпорация, любая организация в Европе, что запрещена безопасность, есть службы безопасности, есть целые фирмы, которые безопасностью занимаются. Мы отдадим местным спецслужбам, пускай спецслужбы разберутся. Если там есть работа, есть там уши разведки российской или белорусской, или еще какой-то там, я не знаю, чей, ну, ради бога, отвечайте по законодательству, ты это уже находишься в стране пребывания, это шпионаж, у тебя предоставили возможность здесь находиться, а ты такой работаешь, создаешь проблемы. Поэтому, ну, вперед будешь отвечать однозначно. Ну так, зразумела, значит, информация там ці там подозрения, ці факты некие збираются и передаются, калі бачится, что есть потреба, передаются спецслужбам краины, у якой там... на основании законодательства. Хочу добавить, что, кстати, полностью фракция «Латушка» и как там правильно дальше называется, вылетел у меня Губаревича, вот эта организация, они полностью вчера не голосовали всем составом для того, чтобы голосование не состоялось. Пал Палыч, который говорит, обращаюсь к Пал Палычу, вы говорите, мы на войне, против нас работает ГРУ, ФСБ, СВР. Мы на войне, я вам повторяю, да, а чего вы не голосуете за безопасность? Входите, заводите своих членов к нам в комиссию и будем бороться. Вы сделали демарш, среди вас только 2 человека из вашего самого большого списка
пришли и проголосовали. Я могу прямо сказать, это Олесь Михалевич, дякую ему большое, разумный, серьезный человек, международник, понимает. И Виталий Локотко, который входит в нашу комиссию, бывший вояр, который человек понимает, что это такое безопасность. А остальные почему-то решили не заметить. Тот же Артем Брухан, к которому я хорошо отношусь. Мы вот на Рухе Воля собирались, говорили, ну, там оценивали поведение, там рассчитывали, сказали, ну, нормальный парень, нормально говорит, хороший политик, хороший там вот со Щегельским, он там правильно вовремя ставит. Я написал ему лично. Я вчера координировал, я сидел, ехал в дороге, я писал всем, написал. Поучаствуйте, проголосуйте, примите, проголосуйте, как считаете нужным. Нам не важно, за, против, конечно, лучше за. Вы устремайтесь, ну, чтобы состоялось голосование. Была задача его сорвать. Но мы набрали, потому что еще часть людей, которая была, мы набрали кворум плюс 1 человек. Так вот они для того, чтобы это все сломать, не знаю, кто дал команду, может быть, им какие-то кураторы дали с той стороны, которых мы не устраиваем. Ну, дали команду, все, просто в наглую валите, это просто они спалились. Это для меня лакмусовая бумажка. Вы про вот гэтую ситуацию абмяркоўвалі з прадстаўнікамі там секретариату наступу, там вот пыталіся у Кравцова там ці у там лидера наступа там Прокопчик, там, что это сейчас такое? Что случилось? Нет, я вчера, у нас было голосование до 23:10 минут, я увидел это, уведомил своих коллег, говорю, молчим, никому не говорим, так как у нас был с вами уже заранее договоренность, что будет эфир, я понимал, что я обожду решение, они должны принять. Сейчас секретариат должен был написать, состоялся кворум, не состоялся, голосование принято, не принято, они не пишут, они сейчас ждут, затаились и ждут. И некоторые звонки мне были тут такие, на поговорить интересные, ну ладно, пока не буду вскрывать, но вскрою потом, так что имейте в виду, все хитромудрые ребята, что все ходы записаны ваши. Консервы вскрываются, да. короче. Так они пытались у меня пробить, будет конфликт или нет. Я промолчал по этому поводу, сейчас об этом заявил. А сейчас, ну, покажите, ну-ка покажите, как голосование было, и примите решение. А мы требуем, чтобы, во-первых, восстановили то, что было, и скажите, почему этот бах, или что это, или это целенаправленная история произошла. Ну, я жду реакции, которую вы сейчас по КР проведете, а дальше мы будем разворачивать действия. Я вас уверяю, вы будете под микроскопом у спецслужб. Все мудрые ребята в шортах с усиками, вы все будете первые под контролем. И вот этот Иван Кравцов, мудрый ученый человек, хороший парень, мы с ним приятельствуем. Ваня, я тебе говорю, ну, поверь мне, что все, Америка, Франция, Германия, Польша, Литва, все, кто есть, мы всех уведомим. И от комиссии, и не от комиссии, и у нас есть через кого прийти, у нас есть контакты закрытые, которые мы не озвучим. Хватит, вы еще отвлекусь. Было принято решение, если помните, недавно было принято решение в КР, Клочко был руководитель, провели. Давайте создаем межведомственную комиссию войсковую, которая будет решать вопросы на уровне там, представительств НАТО и стран-участников ну, Евросоюза и национальных их армий, будет вести переговоры о создании вот этой вызвольной армии на территории, чтобы можно было использовать этот ресурс белорусов в Европе. Предложили, чтобы вошли в эту комиссию офис Светланы Тихановской, Объединенный переходный кабинет и Координационный совет туда. Я был участник, нас было 30 человек, приехало разных людей, провели, проголосовали. Что они сделали сейчас? Это была команда им из центра, я вам отвечаю. Не поставя меня, я пришел на эту должность вместо Клочко, без меня они там сделали какую-то переписку и приняли отменить решение. Вам болит решение, которое вы год назад приняли про войсковую комиссию? Как вы ее можете отменить? Эта комиссия не в составе КР, это комиссия межведомственная. Она работает, правильно, вас не ставят в известность, потому что вы там сидите, половина заагентуренных типов, и напрямую сливаете это все. Поэтому вам не поставили. Но вы провели, убрали ее. Хорошо. Дальше мы вам сделали документик тут под выход. Ну, играем дальше, раз вы такие тут сражатели. Ну, давайте посражаемся. Так, ну что ж, боевые дзеянні разворачиваются. На завершение, Микита, я абяцаў, хай коротко, но хотел бы все ж таки тему вызвольной армии закрануть. Все ж таки вы, я спадзяюся, ваш спіс пройдзе у координацыйную раду 4-го склікання, і я перакананы, что ты будешь эту тему працягваць, прасоўваць і дамагацца, вот каб яна ўсё ж таки найшла свою реализацию. Наколькі
наколькі на твой погляд усё ж таки гэта магчыма, наколькі палітычныя структуры як дэмсілаў, так і заходніх краінаў гатовыя прыслухацца, прыняць і паспрыяць дзейнасці? Дзякую за пытанне, гаспадар. Для нас воля – гэта інструмент. То бок, ніхто не будзе скрываць, што воля – гэта як бы палітычнае крыло БВА. Тым больш я як кіраўнік БВА сённяшнім часам і лідар партыі, лідар руха «Воля». Мы з самого пачатку зразумелі, як толькі пачалася вайна, я даносіў гэта і каліноўцам, і штабу каліноўцаў, што без палітычнага крыла, на жаль, вось як птушка не ляціць з адным крылом, так і баявое крыло не паляціць без палітычнага. Все ж таки вайскоўцы выконваюць прыказы палітыкаў, як бы там ни было. І у гэтай сітуацыі нам крайне необходна легализация нашего агульнанацыянального супраціва, доносить нашим партнерам в Украине, в Литве, Польше, перш за ўсё, что мы некие не террористы, что мы мотивованные громадяне, якія разумеют, что без силы не будзе воля, что нам трэба сёння думать про завтра, обучать людей, набывать вайсковые специальности, готовиться. Вы бачите, як закрутилася спираль зараз. Вы бачите, что зараз адбываецца. И тому со стороны лидеров, гэта, я вам скажу открыто, это преступная бездейность, калі режим и путинский, и его коллаборанты Лукашенко готовятся до войны, а наши лидеры яны рассказывают там, опять хочуць быць у фокусе, только не про вайсковую тему. Мы разумеем, что для іх вайсковая тема это табу, потому что іх здымуць з давольствия. Мы гэта разумеем. Але хотя бы вы не перашкаджаеце. Я приоткрою завесу, готовится гэта, значит, поездка, скажем так, на Банковую, так, размова. И вось меня запросили, давай зробим ты листик и так далее. Так нават их сама назва БВА, это уже их триггерит, разумеете. А давайте назовемся гэта іншым словом, там, будоўля и вайсковая адукацыя. Я говорю, вы серьезно? Вы хочете спугать краіну, якая 12 гадоў воюе назвай? Так у нас агульныя мэты. Украине трэба вызваляць іхнюю частку тэрыторыі, і нам трэба вызваляць сваю краіну ад гібриднай акупацыі. Прыняла ж резолюцию КР об интервенции. Хочешь, называй гибридной оккупацией, хоть интервенцией, мест лагами сумма не меняется. Тому сёння трэба легализация. Сёння у нас колоссальный ресурс, только сляпых это не разумее. Это вся блокировка вайсковой тематики с этим связана. Режим не боится гэтых усіх гаваруноў. Он боится только силы, разумеется. И он боится бригад, про які он писал, что уже 3 бригады было. Вот чего боится режим. И вибачаюся, что затягиваю, сённяшнім часом вайскоўцам, нашим офицерам, сержантам трэба показать альтернативу. На жаль, спадар Латушка казал, что там у вас на его радио, что он ходил там по кабинетам, великим кабинетам Польши, и все сказали, не-не-не, только вайсковые темы нельга. Ходил он с громадянином России, да, и говорил, что вот с вами мы кофе попьем, а з ім не. Так ёсць іншыя люди, якія доказали своей кровью, потом, что яны готовые были померці за незалежность Украины, незалежность Польши, Литвы и так далее. Так давайте заново это питание поднимем. Мы уже тут есть, нас сотни тысяч людей ходим по улицам, по бендромкам, жабкам. Мы уже тут есть.
мы матываваныя, мы куды нам далей уцякаць ужо там не ведаю, там у Португалію выязджаць разам збіраць свае. Так ёсць шмат пасіянараў, якія гатовы прыняць баявыя дзеянні, якія прыняць удзел у баявых дзеяннях, захищаць тую ж самую Польшу, Літву. Я уже не кажу про Украіну. Яшчэ раз я звяртаюся да наших пасіянараў, патрыётаў. Не бойтеся заступаць, не бойтеся уступаць у падроздзелы, будь то ПКК, ТУР, 15-14, Азов, усюды ёсць беларусы, усюды шмат пасадаў, якія не звязаны са штурмамі там і гэтак далей. Ёсць тылавыя службы. Атрымоўвайце, вучыцеся, атрымоўвайце вайсковую спецыяльнасць. Вы будете будущая эліта наших нацыянальнай арміі. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Я думаю, што мы не адзін раз, выглядае на тое, звернемся яшчэ да этой тэмы, асабліва на фоне вось тых вось папярэджанняў ці пагроз, якія прагучалі з боку Геннадзя Манько, але тым не менш, ну, сітуацыя такая, як сказаў працытаваны Павел Латушка, на вайне, но на вайне часам як на вайне. Да, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі прадстаўнікі спіса «Воля», першы нумар спіса Мікіта Забуга, старшыня часовай вайсковай камісіі беларускай вызвольнай арміі і кіраўнік дзеючай камісіі па нацыянальнай рэгіянальнай бяспецы Геннадзь Манько. Дзякуй вялікі, шановнае гаспадарства, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве Беларусь, дзякуй. Жыве вечна.